Водители ассенизаторских машин Якутска, перевозящие сточные и фекальные воды, требуют снижения тарифа на использование городской сливной станции. Они провели даже акцию протеста против цен на данный вид услуг. Более того, накануне около 20 машин одновременно слили фекальные и сточные воды на городской сливной станции. Этим они поставили под угрозу стабильную работу объекта. Насколько оправдано вот такое недовольство этих водителей, есть ли решение проблемы? В этой непростой ситуации разбирался наш корреспондент Дмитрий Тымыров. На что вы жалуетесь? Ну что, на слив цена большая, 800 рублей, чтобы слиться 10 кубов. Соляра дорогая у нас, там 52 рубля у нас нынче стоит. Водителю заплатить 300 рублей за рейс, а хозяину что остается? Водители ассенизаторских машин жалуются на высокую стоимость на услуги слива отходов. Цены, по их мнению, растут каждый год. Хотя бы по 500 сделали бы нормально. Как? 800 уже, да. В следующем году 1000 сделают. Вы боитесь, что цены будут расти? Да. По словам водителей, расходы на содержание машины и бизнеса никак не соотносятся с размерами дохода. Получается, что они работают в убыток. Если посчитать все основные затраты, получается, первая статья затрат это будет у нас слив. 748 рублей 10 кубов, одна машина. Топливо, рейс, где-то 15 литров. В городском режиме это где-то 50 километров. 53 рубля рыночная стоимость на заправку. Получаем уже почти 800, 795 рублей. Общая сумма будет затрат только почти 3000 рублей. Это в сутки? Это на один рейс в день. Итого, получается, они тратят 93 тысячи рублей в месяц. Немаленькая сумма. По их словам, тарифы на слив отходов устанавливает водоканал. Но, как оказалось, цены здесь устанавливает Госкомцен Якутии. В отношении услуг сливной станции нашим комитетом установлен тариф 64 рубля 24 копейки без учета НДС. Если смотреть с учетом НДС, на примере КАМАЗа 10 кубов, плата ему составляет порядка 758 рублей. Также водители отмечают, что данная станция находится слишком далеко от другого конца города. И чтобы ехать, например, с ДСК, они на это тратят почти полдня. Край Чернышевского. И проехать до сливной станции, то есть, это 2 часа как минимум, потому что всю Чернышевскую в пробке стоит. Водители хотят, чтобы в городе построили хотя бы еще 2 сливных станций или места для слива сточных вод, чтобы они не работали в убыток. Если же это невозможно, то хотя бы снизить стоимость тарифа. А выход из ситуации вы как видите, какой? Чтобы понижали цены на слив и строили второй слив в другом конце города. Вот оно. Вот и все. Эта проблема решится спокойно. На сегодня водоканалом выявлено 110 нарушений по несанкционированному сливу жидких бытовых отходов. А по данному факту акции водителей машин на городской сливной станции компании составлены заявления в адрес прокуратуры города с просьбой провести проверку. Материалы по нарушениям направляются в административную комиссию города Якутска и Якутский комитет охраны природы. Эту проблему не подняли бы, если не блогеры, которые решили осветить данный вопрос. Я участник проекта «Битва блогеров» от портала OneClick Якутск. И это социально направленный проект, который уже длится около 4 месяцев. Сейчас у нас на 4-м этапе были розданы в формате жеребьевки задания, одно из которых является, которое досталось мне, это осветить проблему нелегального слива отходов в городе Якутске. Сегодня этот вопрос взял под личный контроль временно исполняющий обязанности главы города Якутска Дмитрий Садовников. Да и блогеры обещали, что решение данного вопроса они будут курировать и освещать в СМИ. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Якутск.